Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С зоны проведения специальной военной операции поступает все больше и больше хороших новостей. Наши ребята жмут противника. Также продолжается работа республики. Наши доблестные сотрудники опорных пунктов продолжают доставлять адресную, гуманитарную и другую помощь. Доставляют посылки, работают с документацией. Ну, в общем, ведется комплексная работа, которую Якутия уже ведет фактически несколько лет, да, получается? Да, можно же так сказать. Ребята, здравствуйте! У нас на связи сотрудники опорного пункта из Донецкой Народной Республики. Всем привет! Всем привет! Приветствуем вас! От Как имени Единого координационного центра, от имени опорных пунктов Единого координационного центра всех приветствуем с Донецкой Народной Республики. Значит, у нас сегодня в 3 точках новых регионов развернуты базы для того, чтобы оперативно отрабатывать дополнительную помощь нашим военнослужащим. Сегодня работа ведется корректировка по маршрутам, устанавливается оперативная связь с нашими военнослужащими. Тот объем и темп оказания помощи не снижаем. Есть рекомендации со стороны командования по тем или иным товарам, материальным ценностям и техническим оборудованием, где нужна помощь. Поэтому актуализация идет ежедневно. Сегодня порядка 15 сотрудников с разных предприятий республики прикомандированы на определенный срок. Далее, значит, согласно системе нашей работы будет ротация. Ну и ответственный период. В знаковое время мы, пользуясь моментом, хотим поздравить всех защитников Отечества, всех мужчин республики и страны с Днем Защитника Отечества. Победа будет за нами. Сейчас слово хочу передать моим коллегам. Старший Гаврил Птицын, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Работа непрерывно у нас продолжается. На сегодняшний день прибыли наши коллеги из города Нижнего, Севера. И мы планомерно на сегодняшний день передаем посылки и начали передавать уже подарки от главы республики на праздник 23 февраля нашим бойцам. Вообще... Каждая посылка доставляется индивидуально. Из-за этого наш коллектив работает в темпе 24/7. Как настроение перед 23 февраля у вас, у опорников и у бойцов, естественно? Какие эмоции ребята, вообще какие приветы передают во время получения наших подарков, которые всегда очень хорошо собраны, скажем так? Настроение опорников боевое. Наши бойцы, защитники, слова благодарности только слышим в адрес главы республики, в адрес президента страны, в наш адрес, то, что мы помогаем на постоянной основе. Да, пожалуйста, говорите. Да. Зов Севера. Меня зовут Раиса, волонтерское движение «Зов Севера». Мы поздравляем наших мужчин, нашей республики, наших всей страны с наступающим 23 февраля. Мы хотим сказать, что вы наша опора, наша гордость, наша защита, вот все для нас, для женщин. И всех Божьих благословений, всех мужчинам. Мы вами гордимся, верим. С наступающим 23-м. Немножко прерывается связь, однако очень приятно вас видеть, слышать. Николай, наши коллеги хотят тоже каждый пару слов сказать. Обязательно. Пожалуйста. Начинайте. Поздравляем всех с праздником 23 февраля. Мы здесь, опорники, работаем хорошо, нормально. Все, что требуется, делаем. Бойцы все довольны. Все говорят, что победа будет за нами. С праздником всех. Алексей. Здравствуйте, всех поздравляю 23 февраля. Всем бойцам удачи, здоровья, возвращайтесь живым. Всех приветствую. Также хочу поблагодарить, поздравить с Днем Защитника Отечества, приближающим праздником. Здравствуйте, Константин. Я вас поздравляю тоже с наступающим праздником. Хочу защитить Отечество.
Привет, меня зовут Денис. Всех поздравляю с 23 февраля. Победа будет за нами. Добрый день, уважаемые, можно так сказать, коллеги. Хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывает неоценимую помощь фронту, нашим опорным пунктам, самоотверженно делает инициативно и маскировочные сети, ну и вообще поставить сюда гуманитарную помощь. Поэтому поздравляю вас с 23 февраля. Это неоценимая поддержка, все бойцы ее чувствуют. С наступающим вас всех праздником. Поздравляю всех с наступающим 23 февраля, Днем Защитников Отечества. Желаю удачи нашим пацанам, чтобы все были живы, здоровы. Победа будет за нами. У нас сегодня опять, значит, задача выезжать. Есть план мероприятий, который мы совместно с местными администрациями продумали и будем проводить. 22 февраля будет соревнование по масс-рейслингу в одном из населенных пунктов. Также в нашем подшефном городе будет ряд мероприятий, встречи с выпускниками школ, с общественностью. Мы обязательно передадим привет, большой братский привет от Республики Саха-Якутия. И в целом надо сказать, и на линии фронта, и при встрече с нашими военными формированиями, где наши земляки, чувствуется уверенность, гордость, сила и самое главное, вера в то, что победа в ближайшем скором будет за нами. Бойцы с твердым словом подбадривают в том числе самих нас. И наша задача, наша работа всячески способствовать и помогать нашей победе. Спасибо то, что вышли нам на связь. Ура! Хау, ребята! Победа будет за нами! С праздником! Победа будет за нами. Ура, Кал!